Ладария Маргарита Глебовна, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы Абхазского государственного университета. Родилась в 1925 году в городе Гудаута. В 1948 году окончила Московский педагогический институт имени Потемкина. В 1954 году защитила кандидатскую диссертацию. С 1953 года преподает в Сухумском госпединституте, заведует кафедрой с 1956 года. Докторскую диссертацию защитила в 1984 году. С 1997 года избрана академиком Академии наук Абхазии, с 2003 года академиком Академии духовного единства народов мира. Награждена орденом Махзапша второй степени. Маргарита Глебовна Ладария – автор многих научных трудов, среди которых Тургенев и классика французской литературы, Сухум, 1970 год, методология целостного анализа художественного эпического произведения, Сухум, 2002 год. В России после развала Советского Союза в 90-х годах, как отмечают специалисты, исследователи, литературоведы, творчество старшего поколения писателей отмечено чертами кризиса. Что вы думаете в целом о литературе на постсоветском пространстве, где происходили почти схожие общественные процессы? Ну, наверное, я не ошибусь, если отвечу словами Фазиля Искандера. Как-то ему задали такой же вопрос, и он ответил, что нынешняя демократия нивелирует духовность. Нивелирует духовность. То есть литература, конечно, она есть, она будет, она никуда не денется, но по качеству своему, конечно, эта литература очень отличается от литературы, скажем, от классиков советской литературы. Вот скажите, новое поколение писателей, как русских, так и абхазских, оно вам, как ученому, тургеневеду, литературоведу, вообще интересно? Я, по-видимому, еще не сумела перестроиться так быстро в своих духовных симпатиях и антисимпатиях. Я, например, не могу назвать, кто бы был мне очень близок из русских писателей молодых, но из абхазских могу назвать. Мне кажется, что самый перспективный, интересный, современный писатель вот, Абхазии – это Даод Зантария. Это современный писатель, это писатель, который прожил энное количество лет после развала советской власти, как вы знаете. И в нем удивительно, как-то интересно, неординарно сочетается и эпос, и миф, и документализм. Вот эти три момента, которые дают новое качество восприятия нашей действительности. И вот эта действительность укладывается интересно как раз в эти аспекты. Маргарита Глебовна, вам не очень хотелось читать лекцию в большой аудитории, вам более комфортно общаться с небольшими студенческими группами. Это можно как-то объяснить? Можно, да. Ну, мне легче с ними как-то объясняться, знаете, и чувствовать вот по взгляду этих студентов отношение к тому, что говоришь. Потому что иногда они делают вид, что все понимают, им интересно, а на самом деле это может быть и не так. А когда небольшая аудитория, я в виде диалога веду обычно. Ну, они, наверное, ближе во всех отношениях. Во всех отношениях они ближе и в пространственном отношении, и, конечно, в отношении к предмету. Спасибо большое. А теперь приглашаю вас на лекцию. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Кафедра. Лекции на абхазском телевидении». Гость нашей программы сегодня – доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Маргарита Глебовна Ладария.
Тема лекции «Абхазско-русские литературные связи в аспекте современной компаративистики». Дело в том, что наука, любая наука и любая проблема науки, она всегда имеет какие-то истоки. Как правило, национальные, духовные, исторические. Очень коротко я постараюсь как-то выяснить вот эти моменты и подвести вас к главной теме. Конечно же, отношения между народами в процессе создания литературы имеют чрезвычайно большое значение. И было бы неверно думать, что вот так в какой-то период времени России понадобились абхазы, к ним хорошо относились, а потом охладело отношение к ним, стали хуже относиться. Абхазцам, я считаю, вот нашей Абхазии очень повезло в том отношении, что сложились отношения как-то сразу. Вот в 1810 году, когда был подписан вот этот договор между Россией и Абхазией о присоединении к России и Абхазии, установились очень добрые и взаимоприемлемые отношения. Они где-то нарушались, как бывает между отношениями и людей тоже. Не может быть отношения только на одном уровне и только в одном направлении. Время шло, изменялись какие-то явления исторического, экономического порядка, изменялись отношения, но добрые отношения, взаимный интерес народов остался. Чем это объяснить? Я думаю, что прежде всего нужно объяснить тем, что русский и абхазский народ, несмотря на то, что русских, вы знаете, очень много, а абхазов не так уж много населения, очень добрые отношения, очень благожелательные. Это объясняется, как мне кажется, объясняется прежде всего национальным характером одного народа и другого. Я давно уже размышляю над этим вопросом, и меня уже не удивляет, что Россия проявляла столь высокий интерес к Абхазии. Вы посмотрите, первый букварь на абхазском языке был составлен русскими учеными, Бартоломеем, в частности, в 1865 году. 800, пожалуйста, я акцентирую, обратите внимание. Затем именно русские, очень большое внимание уделял принц Ольденбургский, это родственник царя, который, как вы знаете, в Гаграх как так пустил корни, создал свой дворец, свой дом, но ему так понравилась Абхазия и так этот город, что он стал благоустраивать его. Появились школы после того, как букварь был создан, и под влиянием именно и русских ученых, и вот принца Ольденбургского возникла школа, горская школа, уже несколько попозже.
Абхазцы оказались очень восприимчивы к русскому языку. И так быстро схватили вот самую суть русского языка, изучили русский язык, что уже в 90-х годах, 80-х годах появились книги, специальные такие учебники, хрестоматии для первых-вторых классов. И, собственно, тогда и не было писателей абхазских, и методистов, и специалистов, так сказать, школьного образования, но были очень грамотные, получившие в России уже молодые люди, которые вернулись в Абхазию и стали помогать вот этой детворе приобщаться и младшим представителям абхазского населения приобщаться к русскому языку. И вы знаете, что в советское время очень отрицательно, негативно относились ко всему, что было связано с деятельностью царской семьи, царского правительства. И поэтому, боясь, что будут какие-то репрессии, очень большую часть документации уничтожили. В Абхазии тоже. Но в нашей семье вот каким-то образом, даже в период репрессий сталинских, архив сохранился. Это очень интересно. Это архив, когда я уже подросла, была студенткой. Раньше я как-то не интересовалась особенно своими предками и прошлым, но став уже студенткой, у меня появился этот интерес, и я обнаружила в архиве вот эти вот школьные хрестоматии 90-х годов. Я обнаружила письма, заметки и даже лекционные записи старших братьев моего папы, которые учились один в Петербурге, другой в Москве. С помощью, конечно, с помощью представителей русских властей в Абхазии наши вот молодые люди и девушки, кстати, получили возможность получать образование в столице московской. В Московском университете, в Петербурге, в Петербургском университете. Вот это взаимное благожелательное отношение, это горение, как их называли представители молодой части интеллигенции тогда, это просветители, абхазские просветители, которые занимались не только религией, не только переводами, но занимались их составлением учебников, как вы видите. Какие-то писали там произведения, кто-то из них, как-то помогали нашему краю подниматься на уровень культуры. Через русский язык началась встреча с европейской литературой, с европейской культурой. Ну, для чего я все это говорю? Для того, чтобы вы поняли вот эту связь. Откуда она? Откуда она? Она идет из глубин. Но то, что я сказала, это не все. Главное, что лежит в основе взаимной симпатии и искренней симпатии, и интереса взаимного, это, конечно, национальный характер. Подумайтесь, пожалуйста. Как в древности звали Абхазию? Какое название было у Абхазии? Апсны, да? Что значит Апсны? Вы знаете. Страна души, да? Страна души. Что касается России, когда уже в XIX веке многие стали интересоваться представителями русской интеллигенции, духовностью России,
было отмечено, что русские – это прежде всего люди очень широкой души. Они считают по своим критериям добра и зла, что самое высшее положительное качество для человека – это доброта. Что значит доброта? Ну, когда проходишь, и там нищий сидит, и ты подаешь какие-то гроши, это тоже проявление доброты, да? Но не это доброта. Доброта, по большому счету, это помощь всему народу. И гений русской литературы Пушкин, который не очень-то, видно, надеялся, что ему поставят памятник, достойный его, он сам себе словесный памятник составил и сам определил свое значение. И долго буду тем любить меня народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет. Пушкин как в воду смотрел. Действительно, его душа пережила его физическое существование. И главное, что мы ценим в Пушкине, это доброта. Ну, не в таком житейском плане, а доброта в высшем смысле этого слова. Доброта проявлялась в том, что Пушкин проявлял чрезвычайно высокий интерес к народу своему, крепостным, которые занимали очень унизительное положение, как вы знаете, при царском правительстве того времени. Пушкин первый в русской литературе, не только в русской, но и мировой литературе, сумел сказать доброе слово о Пугачеве, капитанской дочке. Емельян Пугачев обычно преподносился как злодей, кровопивец, убийца и так далее. А Пушкин изобразил его не только порядочным человеком, но очень мудрым, добрым, прозорливым, умеющим дружить даже с представителями господствующего класса, когда к нему относились по-человечески, когда его уважали и ценили. Самое странное, что Николай I, когда Пушкин писал это произведение, дал ему возможность использовать царский архив. Вы представляете, что такое царский архив? Это тайное тайных. Но Пушкин настолько был мудр, настолько он не доверял даже вот этим бумажкам, что он самолично на своей бричке поехал в Сибирь зимой, вот по этим ретвинам, съезжим и так далее, и встретился с теми, кто знал Пугачева при жизни еще, и мог дать полевой так называемый материал. Он собрал этот полевой материал, у него создалась своя картина, свой портрет Пугачева, и он таким представил его в «Капитанской дочке». И подвел русского читателя к мысли, что русский народ по своей природе мудрый, добрый, справедливый, но надо к нему относиться тоже по-доброму. Надо ценить его, уважать. Тогда и он тоже будет относиться к себе так же. И вот этот злополучный тулупчик, вы помните, конечно, который дарит Гринев Пугачеву в пургу, он становится очень важным мотором в раскрытии, вот, раскручивании именно этой идеи. Кавказ вообще очень интересовал
тех, кто был достоин этого интереса, кто мог выразить этот интерес. Особенно приобрел он жгучий такой интерес у русского читателя после декабристского восстания. Потому что сюда, в Абхазию, ссылались повинные в участии в этом восстании декабристы. После того, как там 5 вздернули на виселице, а остальных стали ссылать на Кавказ. Почему, казалось бы? Вот в Сочи, в Адлере, и в Сухуми тоже. Почему? Разве раньше в Сибирь ссылали, да? А тут такая божественная природа, так здесь как будто бы уютно. Тут скорее на отдых надо посылать. А посылали почему-то сюда вот таких очень опасных для царя молодых офицеров. Дело в том, что в то время наше побережье было заражено малярией. Малярия. Вы не знаете, что это за страшная болезнь. От нее умирали как люди, как мухи от вот этих, знаете, висячих клейких листочков. И здесь смертельное было место, особенно для тех, кто еще иммунитета не приобрел против этой малярии. Почему-то именно Пушкин, Тургенев, Марлинский был такой тоже писатель, он большое внимание оказывал теме Кавказа и был очень высокой культуры человек. Вот они тяготели Кавказу. Для них Кавказ был как бы местом обетованным. Они мечтали о Кавказе, они идеализировали даже где-то Кавказ. Вот эти горы, это море, это природа, она создавала ореол рая, ореол благородства и красоты, и духовности. И вот появляется стихотворение Пушкина о Кавказе, появляется проза Лермонтова. Затем позже, уже во второй половине века, Лев Николаевич Толстой пишет ряд своих произведений о Кавказе. «Рубка леса» есть у него такой интересный рассказ. Потом «Казаки» – это повесть, где действие происходит опять-таки на Кавказе. И это свобода, это отсутствие крепостного права, вот этого тяготения зла, тяготение неправды, как будто бы оставляло русских поэтов, когда они приезжали сюда. И потом так судьба сложилась. Пушкина сослали на Кавказ за его такие очень смелые произведения, типа «Вольности», «Деревни», где он проклинает буквально самодержавие, очень смело выступает против него после разгрома декабристов. А Лермонтов попал на Кавказ за стихотворение на смерть Пушкина. Вот появляется цепочка такая, цепочка проблемы, которая будет наращиваться в продолжении XIX века. Ну, вы помните это стихотворение, конечно. Я, например, вот, прожив достаточно долгую жизнь, не встречала ни одного поэтического некролога такой силы, которую ощущаешь, читая «Смерть поэта», «За смерть поэта». Погиб поэт, невольник чести, пал, оклеветанный молвой, свинцом в груди, жажда мести,
поникнув гордо головой. Вы помните, да? И дальше Лермонтов угрожает даже правительству, говорит, что есть наперстники разврата, вот, такие силы, которые вас накажут. Они не подвластны звону злата. Это такие представители культуры русских, как сам Лермонтов. И потом удивительное дело. Вот Лермонтов, вы, может быть, мало знаете о нем, в биографии, может быть, и творчество, не знаю, мне трудно судить. Но Лермонтов по своей натуре скорее был кавказец, нежели русский. Об этом открыто сказал наш соотечественник Даур Жантария, который, пожалуй, единственный из всех даже культурных людей, и русских в том числе, смело заявил, что Лермонтов по своим качествам человеческим, по своему мироощущению, он был ближе к кавказским людям, чем сами черкесы. Он написал статью «Бескрылый ангел, землею полоненный». Вдумайтесь, «Бескрылый ангел, землею полоненный». Так называется эта статья. И здесь он открытым текстом говорит все то, о чем он думал. Он очень любил этого писателя, как-то проник в его суть, духовность глубже, чем все вместе взятые, может быть, русские ученые и писатели. Это удивительный человек. Я, видимо, сегодня еще буду говорить о нем. Но пойдем дальше. Мы встретимся с продолжением тех тем, которые были поставлены еще в первой четверти, первой половине XIX века Лермонтовым и Пушкиным. Вначале Пушкиным, потом Лермонтовым. Тема кавказского пленника. Вот эта тема с таким названием представлена 3 раза. Пушкиным «Кавказская пленница», затем «Пленник», то есть у Лермонтова поэма, на ту же тему. И Толстой написал уже в прозе рассказ под той же темой «Кавказский пленник». А сюжет один и тот же. То есть попадает русский офицер в плен к черкесам, и девушка, черкешенка, полюбив этого пленника, пытается его спасти. Но когда нужно спасать черкешенку, когда ее могли, конечно, наказать сородичи за помощь побегу пленника, эти пленники ведут себя не очень достойно, русские пленники. Это очень интересная работа, и вот здесь прослеживается динамика отношений между писателями. Понимаете, у русских нет вот такого презрительного отношения, что ли, недостаточно уважительного к другим нациям. Они восприимчивы ко всем культурам, особенно к русской культуре. И именно потому, что их сближают их национальные характеры. Это, помимо того, что я сказала, доброты, гостеприимство, душевная щедрость и независимость. Это любовь к свободе, это нетерпение какого-либо насилия.
над собой, духом народным. Отношения складывались таким образом, что в конечном итоге, когда очень было тяжело Абхазии, когда Абхазия стояла уже на грани уничтожения своих относительных свобод, именно Россия спасла нашу страну, нашу родину, протянула руку помощи, и вот мы сидим в этой аудитории, спокойно рассуждаем на очень спокойную и нужную для нашего времени тему. Появление педагогического института, затем появление университета, опять-таки связаны с русско-абхазскими, абхазо-русскими культурными связями. Литературными и культурными, естественно. Вначале это был педагогический институт, потом уже на базе педагогического института наращивается новое качество университетского образования. А отличия есть. Педагогический институт готовил учителей, а университет готовит все профессии, какие мы можем здесь реализовать, конечно, в Абхазии. Как вы знаете, у нас вот очень интересные вещи происходят в культуре нашей, в литературе. Я бы хотела, чтобы вы прониклись самоуважением. В том смысле, что вам природа дала очень много. Замечено учеными, что абхазцы очень легко воспринимают другие языки. Это особое качество. Целый отряд ученых русских интересовался абхазским характером, изучал его и так далее. А мы уже на основе вот этих рассуждений и наблюдений русских ученых можем судить, чем же отличается еще вот абхазцы, скажем, абхазский народ от русских. Не совсем же они похожи. Похожи некоторыми качествами, очень важными, но что-то их отличает. Ну, вы знаете, был такой очень уважаемый, очень интересный ученый Дмитрий Лихачев. Слышали? Слышали, да? Или нет? Дмитрий Лихачев. У него есть статья, называется «Национальный русский характер». И там он обращает внимание на одно качество, как ему кажется, очень важное. Это способность русских шарахаться то в одну, то в другую сторону. Отношения политики, истории и так далее. Шарахаться. У абхазцев не было этого шарахания. Абхазцы наделены вот той добротой, тем нравственным качеством, которое сближает также с русскими. Это искренность, доброжелательное отношение к соседям, когда по-доброму, и даже если не по-доброму, вы знаете, насколько гостеприимен абхазский человек. Это уже вошло в притчи, и считается, что это чуть ли не основная такая черта общечеловеческого характера у абхазов. И два писателя, это Фазиль Искандер и Даур Зантария. Я хотела бы, чтобы вы лучше узнали этого писателя. Я, когда впервые прочитала его первые повести, это повести, связанные с дореволюционной Абхазией, о судьбе женщины,
Это первая повесть. И вторая называется «Судьба Чу-Якуба». Судьба Чу-Якуба. Но я коротко скажу вам, почему вот эти повести так меня взволновали. Они были написаны вначале на абхазском, потом сам автор перевел их на русский язык. И, кстати, вот Даур Зантаря, я очень интересовалась его студенческими годами. Потом вот вышла книга, вот эта вот книга, вы видите, нет? Посвященная ему, он здесь на Микеланджело похож. Так вот, выходец из ТМШ, закончил Тамышскую школу, потом закончил наш университет. А сейчас о нем знает весь мир. В 2010 году, не так давно, тут был фестиваль, где отмечали юбилей этого писателя, и приезжали из других стран, из Москвы, из Ленинграда. Вот в этой книге собраны воспоминания Даури. Это уникальная личность, это уникальный писатель. В нем удивительно сочетаются такие, казалось бы, несочетаемые явления, как миф. Знаете, наверное, что такое миф? Как эпос, эпичность тоже. И документализм. Когда началась война, я помню, вот все то, что он рассказывает, он говорит, что происходит там, на каких улицах, в домах, описывает эти дома, и все это около меня. Это вот площадь, вы знаете, да, на Ленина, площадь Ленина, потом ботанический сад, грузинская школа, куда переметнулась абхазская часть грузинская часть нашего студенчества. Все грузины демонстративно были отосланы, отделены от абхазцев. И все студенты учились там, и обучали их грузинские преподаватели. То есть все то, что я видела своими глазами, все это удивительно точно, именно точно, даже художественно особенно не обработано, здесь преподносится. И вместе с тем здесь совершенно несоответственные вещи творятся. Так, в Абхазию приходит из Грузии в поисках счастья своего личного, ему хочется жениться именно на абхазской студентке, получить через эту студентку, получить землю и зажить, купить машину, позвать мамочку с тобой и зажить здесь припеваючи. Но как-то все это не получилось у него. И вы знаете, ни капли недоброжелательства к этому герою. Напротив. И это произведение было написано накануне войны. Могиль, его фамилия, то есть его имя. Он приходит через границу пешком, у него нет денег на то, чтобы там поехать на автобусе, скажем. Он приходит в Абхазию, действительно встречается с девушкой по дороге уже, действительно влюбляется, не просто корыстно, но по-человечески влюбляется, и она тоже отвечает ему этим. А потом вот эта заваруха начинается. А у Могиля здесь брат живет, очень благоустроен. Его жена, личная секретарша первого секретаря, там, председателя Абхазии. И все это действительно так, все это реально документировано, нигде никаких отклонений. И рядом с этим юношей волшебная птица говорящая, волшебная собака, которая подсказывает ему, где, что и как надо себя вести. И даже Витязь, то есть он дает нам возможность спуститься в нижние пласты какие-то мифологические и включает сюда здесь образ Витязя Хата. Это древний хатский Витязь.
который приносит им это колесо, вот почему так называется колесо, золотое колесо, роман у Даур Зонтаря. Это фантастическое, это реальное, это мифологическое, так все связано органически, что не оторвешь одно от другого. Все органично, все работает и потрясает, потому что здесь, так же, как и в повестях, очень интересно, оригинально, неповторимо сплетены вот эти пласты. Это новое слово. Не только в абхазской литературе, но и в русской, но и в мировой. Я много внимания уделила Дауру Зонтаря. Вы знаете, вот такие личности, как он, они никогда так спокойно не входят в мировую литературу. Они приходят с боем, их не принимают, за них борются, а потом они становятся гениальными. Даура тоже не приняли, но это все отклонение. Но мы говорим о преемственности и состоянии преемственности в настоящее время. В решении этой проблемы очень большое внимание принимает Фазиль Искандер и Даур Зонтаря. Вот эти две личности. Фазиль Искандер, вы знаете, это наша гордость, это наш кумир. Мы считаем его своим писателем, русские считают его своим писателем. Ну, вот, по-видимому, не случайно. Фазиль часто был объектом интереса для журналистов, и однажды его спросили, как он относится к современности, как он относится к тем переменам, которые происходят у нас сейчас, демократизации. Видно, ему не очень нравится все, что происходит в нашей демократизации. Потому что однажды он ответил, что наш демократизм, российский демократизм нивелирует духовность. А что такое духовность? Это не религиозная духовность, это культура духовность. Нивелирует, то есть, ну, подтачивает, как-то плохо воздействует на духовность. Я думаю, что вы разделите с ним это мнение, потому что есть много фактов, которые дают право разделить это мнение. А вот Даур Зонтаря, он не был профессиональный ученый-литератор, он был историк по образованию. И он очень интересный был историк. Он написал статью о Махаджирах, где подверг сомнению вот ту концепцию, которая выработана здесь, в Абхазии, абхазскими учеными, да и в России тоже. Так вот, Даур Зонтаря вел дневник. Этот дневник тоже в этой книжечке есть. И в этом дневнике он предложил тому, что творилось вокруг преемственности, решения концепции преемственности, в это время, в 90-е годы, после 90-х, до 90-х годов, очень такая значимая фигура была Диониса Дюришина. Это чехословацкий ученый, который посвятил вот, свои знания и поиски вот, решению проблемы сущность мировой литературы. Что такое мировая литература? Что такое мировая литература? Как ответить на этот вопрос? Из чего она состоит? Что так, как в корзинки вот кладут, да, эти вот продукты, просто складывают отдельные культуры? Или там есть какая-то внутренняя связь? Конечно, здесь диалектическая, глубинная связь. И если Белинский в 1841 году он написал статью одну там о немецком писателе Шиллере,
И дал там вот такое свое понимание преемственности, литературной преемственности. Откуда и для чего нужна вот эта литературная преемственность? Ведь абхазская литература, так сказать, в культуре слова, она во многом зависела, художественного слова, зависела от абхазской литературы. И Белинский предложил такую формулу. Влияние одного писателя на другого писателя сказывается не в том, что один заимствует что-то у другого, а в том, что там один писатель или одна литература пробуждает собственные творческие силы у другого народа, у других писателей. Так солнце, вот, вдумайтесь в то, что я сейчас скажу, так солнце, освещая землю, не отдает ей свою энергию, а пробуждает лишь собственную энергию Земли. Не согревает, не отдает свою энергию, а пробуждает энергию, жизненную энергию Земли. Это было в 40-х годах XIX века. А потом отдельные писатели этим вопросом занимался. Соловьев Владимир на рубеже 19-20 века, Жермунский, очень интересный советский ученый Бушмин. Такие люди, которые могли сказать действительно что-то весомое, что-то очень значимое. Так вот, получилось так, что вот Дионис Дюришин, который столь знаменитый в настоящее время, он, мне кажется, даже менее весом в своей концепции, нежели наш не ученый, а просто очень развитый, очень интересно, творчески и научно-духовно развитый человек. Он говорит там о преемственности, буквально там 3 строчками или 2, что в настоящее время происходит и очень ярко выражено перекрестное опыление литератур и культур. Перекрестное опыление. Вы понимаете, что это значит? Вот как в растении, как развивается растение, цветы и так далее. Путем опыления, да? Вот то же самое происходит и в слове художественном. И все так просто и ясно. Но наш вот, Даур Зантария, он не собирался даже публиковать свое открытие. Он это пишет в своем дневнике. Так при жизни и не опубликовано. Ну вот, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Новый совершенно термин, то есть это он непонятен будет не специалистам. У нас еще широкая аудитория зрительская, да. Компаративистика, в 2 словах, вот даже студенты как-то, может быть, я даже не знаю, они знают, что это такое или нет. В 2 словах и перейдем к вопросам. Так вот, компаре. Компаре – это по латыни, это сравнение. Да, сравнение. Русского идет. Да. Компаре – сравнение. У нас как-то так мы уже привыкли называть компаративистикой, не переводя на русский язык. Но без сопоставления невозможна наука, литературоведение, без сравнения. Еще в древности был такой афоризм: в сравнении истин. В сравнении истина. В сравнении истина. Вот когда мы хотим определить истину того, что нас интересует, мы сравниваем эти предметы. Вот когда вы хотите определить качество человека, с которым вас судьба свела, скажем, да, вы сравниваете этого человека с другими, да, и извлекаете
какие-то черты в пользу него, какие-то не в пользу него. Так? Бывало у вас так? И вообще все, что мы воспринимаем, мы начинаем мыслить, когда сравниваем. И делаем какие-то выводы. Если не будет вот этого сравнения, вот этой позиции, замрет и наука, и история, и все то, что связано с духовностью. Вы уже говорили о Лермонтове и Пушкине. И интересно, чья позиция по отношению к Кавказу, Лермонтова или Пушкина вам ближе и почему? Вы знаете, ну в каком смысле ближе? Ну, по качеству, по творчеству, по мастерству. Я бы сказала, они даже идентичны. Но Лермонтов мне все-таки ближе. Вот посмотрите, там есть такой момент, когда Черкешенко провожает вот, у Пушкина пленника, имени он не имеет, он по, казалось бы, вот нашим, да, понятиям должен был взять ее с собой, потому что в то время особенно ей бы очень попало за то, что она помогла бежать пленнику из плена. Но он отказывается ее взять, когда она просит взять ее. И Черкешенко бросается в воду, прямо у него на глазах. Вот речка глубокая была, она бежит к этой воде и бросается туда. Он ее не спасает. И его друзья возмущались этим, писали письма. Как же ты позволил, что вот эта такая чудесная девушка на глазах у русского молодого человека покончила жизнь самоубийством? В одном из писем Пушкин пишет так. «Я знаю кавказские реки. Вот прыгнешь туда, и ни черта не сыщешь». Девушка умная, видно была Черкешенко. Она поэтому и бросилась, чтобы погибнуть, чтобы ее не спасали. Ну, а у Лермонтова другая немножко ситуация, вот этот конфликт решается. Там Черкешенко убивает ее отец. Когда он видит ее пленника, он понимает, в чем дело, он убивает эту Черкешенку. И мне кажется, ну, пленник не успел еще сказать вот все то негативное, что сказал русский пленник Черкешенко. Так что он выглядит более благородным. Понимаете, он не является убийцей. А фактически пушкинский пленник, вот он эгоистичный где-то. Ну, не будем сейчас копаться в этих моментах. Пушкинский пленник, он вызывает меньшую симпатию, если говорить об оценочных критериях. Вы меня понимаете? Спасибо. Как по-вашему, Маргарита Глебовна, чем объяснить тот факт, что в русской литературе второй половины XIX века меньше внимания уделяется Кавказу? Ну, я думаю, что объясняется тем, что Кавказ во второй половине XIX века не играл такой роли в духовном развитии русского человека, как в первой половине. В первой половине Кавказ – это символ свободы, свободолюбия. Хотела бы понять, почему же Даурзендарь сначала же писал свои произведения на абхазском языке, что подтолкнуло его перевести их на русский язык? Инструментирование более русский язык, по его мнению, это же его слова, это не мои слова. Русский язык более инструментированный, то есть более совершенный в художественном воспроизведении нюансов эмоционального и интеллектуального характера, духовного характера. Он так считал. Я с ним согласна. Наша лекция подошла к концу. Знаменитая актриса Фаина Раневская на вопрос журналиста, чем вы сейчас занимаетесь,
ответила так: я работаю. А над чем вы работаете? Я симулирую здоровье. Но в отличие от Фаины Раневской, Маргарита Глебовна, которая с 1956 года, если я не ошибаюсь, возглавляет кафедру русской литературы, прошло причем ровно 56 лет, понимаете? И сегодня она проводит лекции в Абхазском государственном университете. Давайте вместе поблагодарим ее.